Всем привет, ребята! Сегодня мы на штабе татар пришли на ифтар. Давайте понаблюдаем за гостями и позадаем им вопросы. Привет, меня зовут Алсу. Тебя как зовут? Дамир, очень приятно. Взаимно. Расскажите, пожалуйста, о сегодняшнем вечере. Как вам? Да, на самом деле все отлично. Я уже как-то говорил один раз до этого на камеру, что много хороших людей. Все ребята стараются друг другу чем-то помочь, поговорить. Даже элементарно там чай приносят друг другу, не знаю, там суп передают. Вот это мелочи, они так сплотить могут коллектив. И это очень приятно наблюдать, что и молодые, и постарше, всех возрастов люди, и все очень такой татарский сплоченный коллектив, в общем. Мне очень понравился Хазрат, очень интересные мысли я услышала. И в целом очень душевный вечер, как всегда в штабе татар обычно происходит. Сегодня очень такой интересный ифтар у нас. Дружеской компанией организовали ифтар для друзей штаба и для активистов штаба. То есть сегодня собрались все знакомые друг с другом лица в основном, да, все пригласили своих близких друзей, а эти все друзья знают друг друга. И, в общем, так образовалась большая компания. И мы сегодня пригласили очень интересного хазрята, Висам хазрята, и он рассказал нам много интересного, всем понравилось. И вот сейчас уже как бы идет близится завершение вечера, до сих пор все люди как бы тут, никто не хочет уходить, все только вдохновились, все хотят побыть с друг другом вместе, и это очень радует. Такой священный месяц, очень приятно за этим всем наблюдать. Все друзья вместе мило общаются и дарят друг другу только добрый посыл и уважение. Вот. Расскажи, пожалуйста, о сегодняшнем мероприятии. Чем мне запомнился этот вечер? Проповедь от Хазрата. То есть он говорил важные, ценные для каждого мусульманина вещи. Да? Он говорил про хиджаб, да, что для чего он нужен и как он служит защитой для женщин на сегодняшний день. Вот, наверное, это было очень интересно, и тоже была подача. То есть вроде как он о серьезных вещах говорит, а через жизненные примеры так получалось, что все смеялись и вроде как с интересом все слушали. Это мой третий Рамадан в моей жизни, и в этот Рамадан я впервые искал ночь Лейлятуль Кадр, и до сих пор я ищу, и сегодня буду искать. Я выучил Аль-Фатиху, я дочитал, сейчас скажу, 400 страниц Корана, осталось 200 с чем-то. Я влюбилась. Я вступил в штаб татар, первый раз пришел 13 или 11 марта, первый раз. Я здесь без году 3 недели. Зафакапил один день, второй. 13 марта я зафакапил, случайно позавтракал в 6 утра. Ну так получилось. Бывает, значит, сам Вот. Бог так захотел. Но я его отработаю. Да? Я накормил в штабе татар 70 человек, я купил 3 килограмма фиников. Еще у меня была встреча с 10 иранцами, там и накормил. И девчонок водил в БК, тоже накормил. Говорят, что если ты накормил постящегося в день Рамадан, то тебе засчитается этот день. Ну, короче, я дофига все нового узнал, особенно вчера викторина, которая была там на 25 вопросов, половину из них я знал. Буквально месяц назад я ничего не знал. Все. Машаллах, моя душа прям радуется. Меня, кстати, Алсу зовут. Меня Руслан зовут. Руслан. Да. Если буковку «Р» и «Н» убрать и обратно прочитать, то получится Алсу. Пробовали когда-нибудь так? «Р» и «Н» и обратно прочитать будет Алсу. Ну, понимаете, ну, это знак какой-то. Да, Но это мы, конечно же, проверим в дальнейшем, а нам надо дальше двигаться. Этот юноша у нас Дамир и ходит на мафию, точно так же, как и я, кстати. И он мне постоянно гасит там, поэтому сегодня мы его загасим вопросами. Добрый вечер. Сегодня было очень тесно, но было очень тепло и уютно, как обычно. Рамадан ближется к концу. Что нового для себя извлекли за этот месяц? Что нужно больше есть на сухур. Когда не ешь, вообще печально. Что надо пытаться как-то меняться, ну, как всегда. Но это сложно, конечно, но в Рамадан это проще, честно. Какие-то привычки, которые есть негативные, все равно пытаешься их оставить. Вот. А уже который год держите пост? Наверное, 13-й год. Вау, вау, впечатляюще. Ваши общие впечатления о сегодняшнем вечере? Положительные впечатления, так как штаб татар мне уже знаком давно, я, наверное, больше 3 лет сюда прихожу в гости. А в священный месяц Рамадан, конечно же, во много крат приятнее находиться на мероприятии, на ифтаре. Позитивные люди. Интересная была лекция от Хазрата, Висам хазрата.
Этот месяц лично для меня прошел очень продуктивно. Я участвовала в организации именно очень многих ифтаров в этом году, за что я очень благодарна Всевышнему, потому что это огромная милость, что я была причастна к тому, чтобы наша умма собиралась, проводила время с пользой. Альхамдулилля, я тоже была причиной этому. И в этом году я попала в шатер Рамадан. Все, кто там еще не был, всем советую. Очень приятное атмосферное место. И в особенности поволонтерить там. Это новые знакомства, приятное общение и вообще чувствуешь себя полезной. Это первое. Что касается вообще моего духовного состояния, конечно, когда ты в Рамадан отказываешься там, от питья, от еды, в первую очередь кажется, что это как-то только физически может на тебя повлиять, но на самом деле нет. Получается, какая-то часть времени дня остается у тебя свободная. Ты не тратишь на то, чтобы что-то приготовить, поесть, согреть и так далее. То есть ты больше уходишь в свои мысли, потом ты отдаляешься от грехов в священный месяц Рамадан, стараешься, по крайней мере, больше пытаешься поклоняться, уделять время этому, больше учишься, получаешь какие-то религиозные знания. И очень жалко, что мы это делаем только в священный месяц Рамадан, но те знания, которые мы получаем за эти 30 дней, они очень сильно нам помогают в течение всего года, поэтому, альхамдулиллях, мы дожили до этого Рамадана, иншаллах, доживем до следующего. Меня зовут Алсу, а вас? Добрый вечер, меня зовут Чингиз. Регина. У нас месяц Рамадан подходит к концу. Что нового вы для себя извлекли за этот месяц? Каждый раз, когда наступает месяц Рамадан, что-то новое для себя приобретаешь, в том смысле, что стараешься быть ближе к тем людям, которые также держат этот пост, стараешься слушать проповеди имамов, хазратов, и узнаешь что-то каждый раз новое. Пополняешься теорией, то, что ты целый день не кушаешь, получается, ты понимаешь, для чего ты это делаешь, ты себя воспитываешь, и в этом на самом деле большое такое благо, то есть я на себе чувствую изменения. Первый раз, когда я начинал держать, мне было тяжеловато. Это для тех, кто боится начать держать пост, не бойтесь. Хочу сказать, что с каждым годом мне пост держать легче. Например, в этом году абсолютно легко, я даже не чувствую ни жажды, ни какого-то чувства голода. Главное быть в этот момент с теми людьми, которые также держат пост. И для вас такой маленький вопросик. Есть такой факт, человек каждый день что-то новое для себя узнает. Что же вы для себя сегодня нового узнали? Сегодня у нас был приглашенный хазрат Виссам Бардвил. Он на самом деле рассказал очень много всего интересного и полезного. Такие вопросы, например, как то, что Всевышний нас всегда слышит, Он всегда нам отвечает, и нужно всегда просить, потому что все равно, когда молишься, читаешь намаз, думаешь, наверное, сейчас что-то я делаю неправильно, и меня, наверное, не услышат, просить не буду. На самом деле нужно просить всегда. Иногда бывает то, что мы что-то просим, 3-5 лет просим, да? И, может, надо задуматься, что как раз сегодня Виссам Хазрат сказал нам, что, возможно, это не то, что нам нужно. Может быть, есть что-то лучше, расширить свои горизонты. Да? Например, может быть, кто-то пытается, не знаю, стать предпринимателем, да, но может это не его, может быть ему лучше быть инженером, да, каким-то, скажем, но расширить горизонты и, например, смотреть вакансии не внутри России, да, международные, например, компании, то есть как-то так пытаться расширить горизонты. Если тебе не дает Бог, Аллах, значит, надо подумать, может быть, ты создан для другого и просить что-то другое. Хотелось бы еще спросить, Рамадан месяц ближется к концу. Все мы новое что-то для себя извлекли. Что же ты для себя новое узнал за этот месяц? В том году, допустим, я только приходил, начинал держать пост, а в этом году я уже полноценно почти весь месяц держал. Был какой-то у меня небольшой перерыв, но почти весь месяц я держал пост. И то есть это необычный, новое для меня что-то я обрел. Я начал организовывать ифтары. И даже не один в месяц Рамадана, это уже который месяц ифтар. То есть это уже с каждым годом все больше и больше какое-то что-то новое я узнаю для себя и что-то открываю. Мой месяц Рамадан прошел очень в этом году необычно. Были внутренние изменения, и, наверное, Рамадан в этом году позволил мне укрепить мой иман.
Безумно приятно слышать эти слова. Спасибо тебе большое, Раниюшка. Кстати, Раниюшка является активистом во всех мероприятиях штаб-татар. И не только. Да, вот организаторы есть, а она такая, я тоже с вами. Да. Вот, поэтому безумно приятно. Спасибо тебе большое еще раз. Что нового для себя извлекли за этот месяц? Получаю каждый год от разных хазратов, от окружающих, вот в разговорах и так далее, что-то новое для себя открываю. Ну, конечно, полезная информация, как, что делать во время Рамадана. Аллага Шекер, мы выдержали это испытание, и, конечно же, мне кажется, стали немножко добрее друг к другу, это очень прекрасно. Рамадан месяц ближется к концу, и что же вы новое для себя извлекли, приобрели, быть может? Человек трансформируется каждые 2 года, как правило. А вот, наверное, после Рамадана, мне кажется, что каждый должен задуматься еще раз о себе, о своих близких, что-то переосмыслить. Вот лично я начинаю больше ценить, ну, естественно, близких, там, свою жизнь тех, кого ты знаешь. Это, наверное, самое главное, потому что в этот период рождаются какие-то умные мысли, открываются очаги какие-то новые. Что-то ты для себя все равно узнаешь. Но для каждого человека это разный челлендж. Кто-то узнает для себя совершенно необычные вещи, может быть, до которых я еще не дошел. Так что это помогает раскрыть ваш мозг. И последний наш любимый вопрос. Какой кофе вы предпочитаете? Арабский. Такой настоящий арабский. Не тот, который пыль бразильских дорог, а настоящий арабский. Все, хорошо. С молоком, без? Ну, можно с молоком, можно и без. Как бариста сделать. Здесь я уже зависимый человек. Кстати, я бариста. Приходите ко мне в кофейню, мы вам сварим кофе. Я пью только домашний кофе. Только дома. Да. Вот я пью только капучино. Ну, безлактозное, либо кокосовое, либо что-нибудь такое, да. Но в последнее время мне нравится чистый какао. Я с вами согласна, то же самое, кстати. Да, чистый какао на фундучном молоке. Какой кофе вы предпочитаете? Я не пью кофе, я пью какао. Какао? Какао. Второй человек, который любит какао. Да, зерновой кофе, в принципе, любой, там, дом приготовленный, либо где-то беру. Ну, в основном с молоком, капучино. Чудесно. Ну что, ребята, всем до новых встреч. Сегодняшнее интервью прошло у нас на ура. Не забывайте подписываться, ставить колокольчики и комментировать. До новых встреч. Пока-пока!